После суда Эльвира не поехала домой. Она поехала на конспиративную квартиру. Ее прячут, и мы вынуждены прятать ее. И это действительно настолько опасно, что человек даже не смог вернуться домой. И она находится на конспиративной квартире. Мы сейчас будем искать возможность обезопасить ее сейчас положение. Кроме этого, мы опасаемся за жизнь и безопасность Кузнецова Максима, потому что прямо в зале суда Ербол Иркибаев пришел, сказал: отдайте мне его, я сам разберусь, я знаю, что делать. Ну, то есть Ербол угрожал, не стесняясь, он прямо в зале суда угрожал, что будет расправляться. И, конечно, вот это его заявление, что я не считаю себя потерпевшим, он не хочет быть потерпевшим, он хочет быть карателем. И мы тоже можем говорить таким же образом языком, как говорит прокурор, что когда Ербол говорит: я не потерпевший, не признаю себя потерпевшим, он говорит: я не собираюсь ничего терпеть. Я буду наказывать Эльвиру, буду наказывать Кузнецова. Мало этого, прокурор на своих прениях зачем-то сказал такую фразу: как эта женщина домашняя оказалась в компании с Кузнецовым, кто он такой. То есть он начал намекать на то, что между ними есть какие-то отношения. И меня это больше всего возмутило, потому что он прекрасно понимает, что Ербол — это такая спичка вспыхнувшая. Ага, даже прокурор об этом говорит, значит, мы можем уже. У нас есть причина и повод наказать Эльвиру и наказать Кузнецова. То есть вот это подстрекательство со стороны прокурора, оно вообще было недопустимо на прениях. Абсолютно непрофессионально было выступление прокурора. И вот мы сейчас пожинаем вот эти плоды. По закону, да, вот ее ситуация, она подлежит тому, чтобы ее сейчас взяли под охрану на конспиративную квартиру, обеспечили ей полную безопасность. Ербола должны в отношении Ербола возбудить уголовное дело и начать расследование, да. Но я вижу, что правовые инструменты не работают в этой части. И Эльвира, наоборот, будет подвергаться вот такому со стороны полиции полному надзору. И как действительно после этого нам доверять? Та самая полиция, которая сфабриковала дело против Эльвиры, та самая полиция, которая не защитила ее, когда она просила помощи, она сейчас должна над ней установить пробационный контроль. И это, конечно, возмутительно. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы ее, во-первых, перевезли в другой город, закрепили там пробационный контроль в другом месте. Ну и, соответственно, я надеюсь, что все-таки будут оспаривать решение суда.